خطخو تخبينش دتون ما حتى حاجات ش تخبينش قين ترد تخيش لا دوخن شو قيديت ترد تخبينش. Многоквартирному дому больше 30 лет. Лейла Тибоева вместе с семьей живет здесь столько же. По ее словам, крыша начала протекать и доставлять хлопоты жильцам верхних этажей в 2011 году после капитального ремонта дома. Когда на улице сырость и у нас сырость. Сырость с той стороны фухл хошан, когда летом до школы тигар хачдят кал богу от и пахшк что они хи собирать держаться с подоконника, потому что хи адахачкал она все время это сторожит. В подъезде дуқаят акиртиха. Кура подъезде курышка шдят. Вот такая у нас проблема. Весну вместе с ливнями ожидает с опаской. В этой комнате, где обычно делают уроки внуки, потолок протекает больше всего. Лейла боится, что в один день замкнет проводку. Несколько раз в год они проводят косметический ремонт, однако внутренние проблемы быстро вырываются наружу. مش تشين غلط دي وسوس. ريمونت يتشحن. كباني تنبخ بات سونك أشتغل سو بات حنا أشتغل جواز. نسوس لجواز حنا حسون تيشا بوبا وخاجل إسبان قط حياة خابنواز. سيشوطة. А на этих фотографиях подъезд после ливня. Чтобы разобраться в долголетнем вопросе и оценить масштабы проблемы, приехал замглавы администрации города Азраил Джандигов. Поясняет жильцам, что ремонт тогда провели по региональной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда Республики Ингушетия на 2011-2013 годы». Расследование едахки шин оцавахач касагу килгязда цибелха мегемегежди актижолжи. Касагу обязательно требование, чтобы 3 члена в комиссию включали 3 собственника в каждом домовладении. Цухан в 2011 году Хаячхана мегемегиш и принять баб сбох. Таган аз управляющая компания Хаихай тарих свон бих малах квартире, ц квартире проблема. Ц квартире оплате квитанция хадал лохдив. Ухшин шираsun оплате. Ц квитанция да цвек цандау. Так малах бахандалыш истину лилди диж высоёхцу. سوبر دعمو ديخي على بوخ يعني سوونة تنا حدل ديز أخشى حدا كвитанция حيو خلوق цан бетта хотябы датвек да квитанция. А с оплатой счетов у жильцов 36-го дома по улице Градусова, по словам представителя управляющей компании ЖКХ, тоже не все ладно. Из 64 квартир платят не больше 10. Остальные вообще не платят и годами не приходят. Когда ты идешь к ним, они двери не открывают. В многих квартирах живут съемщики, квартиросъемщики. Нам отвечают, мы платим хозяину. Хозяин не приходит. Менять крышу и ремонтировать крышу должен фонд капитального ремонта. Они это должны. Платить жители проблемного дома не хотят. Признаются, что обещаниям уже не верят. В Карабулаке свыше 1300 жилых помещений. По словам замглавы администрации, решать вопрос с ремонтными работами повседневно непосильно, да и не в их обязанностях. Однако проблему дома улицы Градусова взяли под контроль. Здесь нет необходимости в замене кровли. Там необходимо провести текущий ремонт кровли. Где-то подлатать, где-то где протекает, где-то там желобок поправить. Но таких глобальных ремонтных работ там нет таких требований. Мы уже после того, как жители обратились, также с инициативой вышли, обратились к подрядным организациям, которые нас заверили, что в ближайшие дни, скорее всего, это будет на выходных, та проблема, которая на сегодня день существует, они пригласили сюда и технику, чтобы людей сюда поднять. Эта проблема будет устранена. А по жилищному кодексу с 2004 года закон все время на ремонтосодержание переложил на собственников. Они обязаны выбрать одну из 3 форм управления, чтобы решать возникающие коммунальные проблемы. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.